Здравствуйте, коллеги! Сегодня у нас 25 января 2021 года. У нас с вами проведена уже первая трансляция. И сегодня я вторую трансляцию представляю преподавателя Емельской детской школы искусств Григорию Юлии Олеговны. Она нам сегодня представит мастер-класс по теме «Северное сияние», акварель. Я думаю, что вы получите удовольствие от просмотра этого видеоролика, вы попробуете выполнить задание. И, как всегда, я жду откликов, комментариев в группе ВКонтакте, где я буду представлять, собственно, эти материалы. Спасибо, я жду от вас обратной связи и приглашаю вас на следующие просмотры. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель художественного отделения детской школы искусств города Емва Григорьева Юлия Олеговна. Ну и сегодня мы с вами поработаем акварелью. Тема сегодняшнего нашего занятия – это северное сияние, природа севера. Попробуем сегодня один из приемов, который помогает, может быть, какие-то непредсказуемые вещи в акварели делать. И техники сегодня – это техника по сырому и техника по сухому. То есть мы сегодня с вами попробуем вот такие вещи. Итак, сегодня для работы, предварительно хочу показать работы, которые были мной сделаны, для того, чтобы вам показать, да, или как-то, может быть, создать настроение такое творческое, для того, чтобы вспомнить, может быть, все-таки, да, кто-то из вас очень много раз видел северное сияние, кто-то, может быть, за всю жизнь пару раз всего, но это явление очень такое, знаете, загадочное, какое-то оно захватывающее дух, как будто бы земля разговаривает с небом, да, и вот эти всполохи света, они как-то заставляют задуматься, что мы настолько малы в этом мире, настолько красивая у нас природа, настолько она загадочна и вдохновляет, что это, конечно же, очень интересно, и можно это воплотить на работе. Итак, можно разную цветовую гамму увидеть, но если что объединяет эти работы, это холодная цветовая гамма. Сегодня мы с вами в этой цветовой гамме холодной и поработаем. Ну и что нам сегодня для работы нужно? Итак, во-первых, лист формата А3, это самый такой, может быть, распространенный формат, самый ходовой. На этом формате, в принципе, мы как раз в этот промежуток времени и успеем эту работу сделать. Лист у меня уже готов. Сегодня работа, поскольку по сырому, поэтому нужна будет пластиковая поверхность любая, не обязательно пластика, можно стекло, то есть поверхность, которая отталкивает воду. Дальше нужна будет палитра, конечно же, краски акварельные, у меня краски в тюбиках, вы можете любые краски, также художественные есть в кюветах. Художественные краски, конечно же, они дают свою сочность цвета, да, они какую-то цветовую гамму очень интересную, можно в художественных красках воплотить это проще. Итак, у меня будут краски в тюбиках. Вы можете выбрать любые в кюветах или в тюбиках, как вы работаете. Естественно, нужны будут еще кисти. Сегодня я выбрала такие кисти. Кисть из белки это обязательно у нас для акварели идет. Мы очень часто ее используем. Это акварельная кисть. Я еще беру также для акварели, конечно же, плоскую кисть сегодня из щетины. В магазинах разные продаются кисти из щетины. Кто-то, может быть, считает, что не очень они красивые, но я, например, вот такие вот лохматенькие с неровным краем, да, есть у меня разные. Я выбрала одну из них, у меня их много, вот чтобы край был неровный, такие волоски лохматенькие, и они очень интересный эффект как раз дают, вы на работе это увидите. Дальше можно любую плоскую кисть синтетика, также можно чуть поуже ту же самую щетину взять. Тонкая кисть нужна будет. Кисть у нас веерная, это для эффекта звезд. Вообще сама веерная кисть сама по себе очень интересная. Некоторые как бы смотрят на нее, думают, для чего же она, да, а когда применяешь ее в работе, понимают, что очень интересная такой эффект. И мазки очень интересные она дает. Дает возможность сделать тот мазок, да, какие-то эффекты, что не позволит, например, обычная кисть. Поэтому вот я ее часто использую также. И мастихин или пластиковая карта. Любая, допустим, если у вас нет мастихина, можно пластиковую карту. В принципе, я и тем могу показать, как это можно сделать. Итак, кисти мы приготовили.
Кисти мы приготовили, пластиковую карту приготовили, палитру, лист, поверхность, да, стекло или пластик. И краски, какие же мы цвета возьмем. Мы уже говорили о том, что будет цветовая гамма холодная. Поэтому первый, может быть, самый основной цвет — это синий и оттенки, да, может быть, синего. У меня есть готовая краска индиго. Вы же можете эту краску сами сделать на палитре, намешать. Это синий цвет, можно также попробовать с ультрамарином или, например, кобальт синий с вмешиванием черного цвета. Даже вот здесь видно, да, он такой получается очень глубокий, очень такой насыщенный синий цвет. Дальше мы берем, еще нам нужна будет краска изумрудно-голубая, да, то есть получается у меня здесь лазурно-голубая краска готовая. У вас, если в принципе палитра красок небольшая, вы можете попробовать намешать сами. Это изумрудный цвет, изумрудный, да, краска, вот, изумрудно-зеленая, и с вмешиванием, то есть ее надо намешать ее с синим цветом на палитре, также можно. Вот этот цвет можно получить. Индиго, лазурный цвет, холодный, да, такой голубой, синий-зеленый. И посмотрите, как же выбрать желтый цвет. То есть цвет желтый может быть теплым, может быть холодным. Вот у меня, например, есть варианты также желтого цвета. Сейчас открою еще один тюбик, посмотрим. Вот посмотрите, да, как вы думаете, какой цвет мы все-таки возьмем для работы. Вот, допустим, мы лимонный цвет или кадмий лимонный мы можем взять. Это у меня ауралин, он немножко более теплый, да, он тоже, можно сказать, холодный. Вот эти краски мы откладываем, их мы не берем. А вот эти вот две холодные, лимонный или кадмий лимонный, мы как раз можем приготовить. То есть у меня оно выдавлено на палитру. Вот если посмотреть сюда, лимонный, лазурно-голубая, да, сине-зеленая краска, индиго. И вот я еще взяла краску одну, это у меня кобальт синий. Ну, попробовать можно еще с ультрамарином, но ультрамарин, конечно, такой звучный цвет. Можно им попробовать экспериментировать. Вот у меня кобальт. Вот получается 3 синих оттенка, желтый, холодный. И посмотрите, у меня еще лежит белая краска. Вы можете взять белую краску, если у вас есть белая акварельная краска. Хотя у меня есть белая краска, акварельный гуашь. И гуашь я возьму гуашь. Гуашь, акварельные краски, кисти, палитра, бумага, пластик, вода, не забудьте. И, конечно же, обязательно тряпочка. При работе акварелью необходима обязательно тряпочка. Тряпочка такая, чтобы хватило на всю работу. У меня вот она среднего размера. ХБ тряпочка, то есть она получается хлопчатобумажная, можно старое полотенышко или что-то. Я думаю, что вы знаете, что лучше впитывают у нас хлопчатобумажные ткани воду. Ну, поэтому мы лучше, наверное, все-таки это и приготовим. Итак, все. Мы материалы перечислили, что нам необходимо. Оставляем только те краски, которые нам нужны. Поэтому, если у вас в кюветах краски, пожалуйста, предварительно их намочите кисточкой. Все, теперь приготовьтесь, приготовьте руки. Раз у нас работа по-сырому, будем работать сейчас руками, без кисточки, без тряпочки. Мы должны намочить лист. Лист намочить мы должны чистой водой. Водичка совершенно чистая. И теперь берем на руку воду, можно макнуть, и аккуратненько, ну, вот так вот все покрываем водичкой. Лист нужно будет перевернуть. Почему рукой? Потому что рука гладкая, она меньше повреждает лист. Мы пробовали губками, мы пробовали разными способами, кисточками, да. Но все-таки рука, она как-то вот ближе к бумаге. И с обоих сторон надо намочить аккуратно. Обязательно надо промочить края. Края очень быстро высыхают. Самое первое, что сохнет, это край. Есть еще интересный такой способ. Это подкладывание под лист марли, сырой марли. То есть вырезается кусок марли чуть большего размера, чем лист, и подкладывается мокрая марля как раз между листом и поверхностью. Для чего? Для того, чтобы, если у нас лист тонкий, у нас, например, разная плотность бумаги есть, да, у меня, например, плотность бумаги 300, она очень плотная, профессиональная бумага, ее даже можно здесь вот увидеть, может быть, да, краешки как-то, и есть 180, есть 200. И если бумага тонкая, естественно, она быстрее высохнет. У меня она вот когда пропитается вся водой, она сохнет дольше.
бумага более тонкая, это значит лучше подложить марлю. Марля сырая, все сырое, и оно долго держит влагу. Лист достаточно долго сырой, можно им не торопиться, то есть работать не торопясь. Итак, вот у нас лист с водичкой, да, и надо немножечко все-таки подождать, сделать какую-то такую паузу, минутки 2-3, подождать, когда лист все-таки полностью наберет влагу, он должен напиться воды. У меня он плотненький, у вас тоже посмотреть можно, допустим, какой. Вы будете чувствовать. Еще есть такое, да, как проверить, хорошо ли вы намочили низ. Можно посмотреть, если лист так вот приклеивается к поверхности, то все нормально. Пузыри, бывают пузыри, появляются, когда бумага разбухает, она начинает сразу так вот буграми, да, становиться. Вы рукой аккуратно от серединки к краям все убираете, все пузырьки мы убираем, выгоняем оттуда лишнюю воду, и она плотненько прилегает к поверхности. Все. Вот сейчас можно еще минутку подождать и начинать работать. Итак, ну что, лист у нас готов. Давайте начинать работать. Тонкая кисть и синий цвет. То есть мы берем тонкую кисть, из которых мы приготовили. Тонкая кисть и синий цвет. Нужно будет набрать немножко синего цвета. Мы сейчас немножко сделаем такой рисуночек, скомпонуем. Что же мы будем делать? Самое главное — это линия горизонта. Где у нас будет горизонт, как мы это все будем делать? Попробуем сделать наискосок. То есть композицию вот такую, наверное, никуда мы не уходить не будем. Можно вот такую композицию сделать, да, то есть склон, и на склоне что-нибудь мы с вами сделаем. Итак, смотрите, если мы делим лист на 3 части, то 1/3 это как раз будет земля. Композиционно мы должны разместить так, чтобы земля не занимала места больше, чем, например, половина листа, да, иначе для северного сияния достаточно мало места будет. То есть у нас главное — это небо. Поэтому земле мы оставляем немножко места. Вот такую линию горизонта мы с вами сделаем. На этом тонкая кисть у нас откладывается в сторону. И приступаем к работе белкой. Приготовили лист, вернее кисточку большого размера. И самый первый цвет, который мы с вами возьмем, это, наверное, скорее всего, будет лимонный. Цвет акварель — это письмо от светлого к темному, поэтому всполохи, которые у нас будут лимонного цвета, мы напишем первые. Что мы будем делать? Мы, наверное, сразу представим, как у нас пойдет свет, да, какими линиями или волнами. Можно кисточкой немножечко прорисовать, так, знаете, в голове визуально, а потом уже попробовать изобразить на листе. Я набрала лимонный цвет, и вот так вот смело можно вот какие-то вот такие вот линии сделать. От нижнего левого угла ведем к верхнему правому. Вот так вот мы с вами. Можно еще. И все-таки горизонт мы с вами сделаем светлее. Пусть будет на горизонте такой свет. Следующий цвет, который мы с вами берем, это лазурный. Это такой цвет, который дает холодное свечение. Вот он, когда высохнет, вот он даст вот такие вот мазочки. Вот этот цвет. Цвет для земли. И вот еще вот такие вот всполохи холодные. Вот как раз мы его сейчас, пока бумага сырая, мы набираем его быстренько. И рядышком, допустим, рядышком с желтым можно. Старайтесь не делать ровные линии идеально, чтобы они все-таки были вот толстенькая, тонкая, какие-то были разные вмешивания цвета по насыщенности, да, и по толщине линии, опять же. Вот, и что-то можно. Горизонт тут тоже можно вот такой холодненький сделать. Мы быстро теперь переходим к другому цвету. Другой цвет — это у нас индиго, темный синий. Можно, кстати, вот мы забыли про простой кобальт, да, можно этот цвет синий попробовать тоже где-то вмешать. То есть он можно с лазурным рядышком. Не делайте с желтым сильным, потому что будет зеленый оттенок. Может быть, где-то он как бы не очень вам будет нужен. Рядышком с изумрудным мы можем этот кобальт или турамарин где-то вмешать. То есть не сильно, немного, потому что
много света не даст ощущения вот такого темного неба. Хочется оставить это место для темного пятна. Вот, то есть звезды мы там с вами сделаем. Ну, я думаю, все, пока больше ничего. Постарайтесь более насыщенно наносить краску, потому что бумага сырая, она впитывает все в себя. То есть вода уже тут есть, и то, что вы развели, плюс еще эта вода, и краска сразу же становится светлее в разы. Теперь, после того, как мы с синим поработали, мы переходим к темно-синему. Это у нас индиго или смешанный синий с черным. И вот так вот активно мы его сюда, в этот угол левый, верхний, добавляем. Насыщенно, по диагонали можно. Вот у меня, видите, сколько воды. Вот здесь вот она у меня немножечко скопилась. Сейчас мы ее чуть-чуть тряпочкой уберем. Вот здесь можно вот проблеск этого вот неба, да, как будто оно еще тут видно, оставить чуть-чуть. Вот. Ну вот примерно вот такая вот палитра цветовая, то есть мы ее оставляем. На этом все. Сейчас у нас есть такой прием перелива, вливания цвета в цвет. Как же его сделать? То есть, в принципе, сейчас такой эффект непредсказуемости будет. Обратите внимание, у меня здесь немножечко больше скопилось воды, чем нужно. И я сейчас, когда буду работать, у меня в этом углу будет очень-очень большая лужа. Поэтому я сейчас предварительно тряпочкой вот тут вот так вот убираю. Вы уже смотрите сами, когда у вас идет работа, сколько у вас воды. Это не значит, что все. Может быть, где-то какие-то вкрапления цвета вы будете добавлять. То есть это же процесс творческий, рабочий. Здесь можно варьировать с оттенками и с цветом. Вот лишнюю воду все-таки убрала. Убрала. Сейчас этот цвет сюда еще намешаю. Более густой. Мне нужно здесь прям понасыщеннее такой. Звучности хочется, звучности. Все, посмотрите, что мы делаем. Сейчас мы палитру отодвигаем. Вот у меня вот такая вот поверхность пластиковая. Как вам, хорошо видно или нет? Я теперь опрокидываю лист. Видите, течет. Не бойтесь. Вот это вот, если у вас течет, тоже можно как раз все подбирать. Угу. Вот. Здесь. Вот здесь можно кисточкой потом что-то убрать лишнее. Вот, тряпочкой. И снова. Опять же, количество воды, которое у вас будет, да, оно везде разное. То есть тут можно было чуть-чуть еще подождать, чтобы лист еще больше намок, лишнюю воду убрать. Если, например, у вас, когда вы начинаете работать, слишком много воды, тряпочкой лишнюю воду можно промокнуть. То есть лист должен быть влажный. Но здесь есть такая, знаете, как опасность просто взять и вытереть лист и лишнюю воду, вернее, даже не лишнюю, а ту, которая нужна, убрать. Поэтому, кто не работал еще по сырому, в принципе, не пробовал, здесь нужно... нужен такой навык. Вот сейчас мы попробуем еще вот так сделать. Угу. Вот она у меня здесь вода собирается. Ну, как раз лишняя вода сейчас вся и выйдет. Вот смотрите, вот что у меня получилось, да, и у вас, может быть, где-то какие-то подтеки. Мы возвращаемся снова к нашему цвету, такому же желтому, лимонному цвету, палитра. И я возвращаюсь, не помыла кисточку. Внимательно смотрите, кисточка, если, например, имеет цвет не тот, обязательно ее надо промывать, успевать. Вот. Еще пока не поздно, мы можем вмешать. Интересно, вот этот вот. Так, здесь, наверное, я возьму сухая кисть, еще есть у меня. Опа. Вот сухой кисть, посмотрите, сухая кисть убирает лишние вкрапления, вот, которые вот. Сейчас мы их немножечко уберем. Угу. И вот этот лимонный цвет мы можем... Сильно не вмешивайте еще, постарайтесь все-таки оставить как-то более естественную работу. Вот. Вот. Пусть останется так. Вот если, например, вы чувствуете, что где-то у вас, да, немножко цвет потерялся, пока сыро, можно этот цвет добавить. Можно этот цвет добавить.
Но вы, когда начинаете мазки наносить, вы понимаете, что уже теряется та вот переходность от цвета, да, которая нам нужна. Останавливаемся на этом, больше мы северное сияние не мучаем, добавляем те оттенки, которые нам нужны. Если, например, мы где-то потеряли цвет, все, сильно больше ничего не добавляем. Я, наверное, еще немножечко вот так вот поверну, чтобы вот эта часть у меня поработала. Можно вот так вот покрутить. Вот. Все, пока. Больше ничего не хочу делать. Оставлю северное сияние вот так. То есть переход от цвета в цвет мы сделали. Сейчас мы будем работать с землей. Земля — это у нас начало работы с горизонтом. На горизонте мы с вами, чтобы сделать горизонт, вот линия леса такая же, если посмотреть, да, вот сейчас попробуем сделать линию леса вдалеке, то есть дальний план. И вот здесь попробуем такую массу, может быть, леса тоже сделать, то есть ближний уже, да, второй план. Вот попробуем сделать такой цвет. Здесь, если вы видите, да, здесь такой лазурный цвет. Вот я, например, возьму сейчас, можно взять темный, допустим, изумрудный с черным смешать, да. Можно попробовать разные, допустим, варианты. Я лазурный с индиго мешаю, то есть у меня лазурный основной, да. У вас может быть изумрудный цвет в основе. Но сам по себе цвет ели, да, он зеленый, но он меняется в разном освещении. То есть окружение, которое попадает этот цвет, он, конечно, меняется. И у нас холодная цветовая гамма, ну, этот лазурный цвет, конечно же, тоже должны сделать темнее. Пусть будет немножко вот такой на горизонте, то есть для контраста, контраст света и тени, то есть светлый горизонт, и вот эта вот полоска такая лазурная, мы ее оставляем. То есть видите, да, такой цвет насыщенный очень. Вы можете попробовать изумрудный с черным, найти вот эти оттенки, помешать. Если у вас есть индиго, очень хороший цвет, вот я его люблю добавлять вместо черного. Вот иногда очень интересно получается. Горизонт мы сделали. У вас может быть больше немножко здесь, может быть меньше. Здесь вертикальными мазочками, да, вот так вот мы показываем вот такие вот верхушечки ели или деревьев. Теперь обратите внимание, земля. Земля у нас покрыта снегом. Снег белый, но он не белый. Он у нас все-таки приобретает такой холодный, опять же, лазурный цвет. Лазурный цвет у нас сегодня главный, да, мы им очень много работаем. Изумрудный, лазурный. Водичка уже грязная, надо поменять. Водичку надо тоже стараться менять вовремя, чтобы не было у нас потом лишних вкраплений цвета, который не нужен. Теперь смотрите, что мы делаем. Чуть-чуть уже, знаете, вот так вот оно подсохло. Оно же будет течь, но не так активно. И такой влажный лист остается. Мы этот лазурный цвет просто берем вот и покрываем землю. Даже если вы смешали, вот, допустим, да, видите, вот раз и потекла у вас, горизонт потек вперед, это ничего страшного. Можно мазочки вот по диагонали поделать. Вот теперь приступает время к работе картой или мастихином. Карта — это такая вещь, которая может помочь убрать нам краску лишнюю и создать какой-то интересный эффект. Вот я попробую сделать мастихином, попробую сделать картой. Мастихином мы по верхушечкам земли проходим. Да, и вот можно вот эту вот склон попробовать сделать. Карта. Теперь также карту прикладываем к листу. И можно интересные такие сугробики сделать. Вот получается у нас такой вот холмик. Первый и второй план. Ну что, наверное, пока мы с землей работали, у нас вот здесь уже подсохло. Здесь уже можем... Опять не забываем, что у нас на фоне неба, да, елочка будет темная, насыщенная. Сейчас активный, насыщенный такой цвет берем. Да, вот видите, здесь более такая спокойная цветовая гамма, да, без меньше желтого. Здесь больше желтого, такого лимонного. Посмотрите, елочка очень темная. Можно поменять местами, да, то есть если вы вообще холмик можете потом по-другому делать, да, посмотреть, как у вас, может, вообще горизонтально, да, и там уже
какая-то в центре стоит, может быть, красивая ель. Можно домик, можно церквушку вдалеке. Тут уже как фантазия ваша позволит. Самое главное, смотрите внимательно. Если вы делаете, постарайтесь убрать середины, чтобы на середине не было. То есть оно немножечко сдвинуто должно быть или вправо, или влево. Композиционно, я думаю, что очень интересно будет. И посмотрите, линии в основном идут с одного угла в другой. И чтобы как-то композицию собрать, да, воедино, мы как противопоставление сделаем вот елочку в эту сторону. И как раз вот эти всполохи, которые идут тоже в другую по направлению роста елки, конечно, я думаю, что они будут неплохо смотреться. Вот здесь у меня елочка как раз просится. Вот здесь я ее и сделаю. Покажу, как можно сделать елочку кистью, да, очень простые мазки, в принципе. И я думаю, что это делать несложно. Итак, приготовьте опять палитру. И время пришло для работы толстой кисточкой, щетина. Или, например, можно попробовать также синтетику. Самое главное, чтобы была плоская кисть. Вот этот способ я, например, использую кисточкой. Беру для этого кисточку такую плоскую. Итак, вот смотрите. У меня опять же лазурный и индиго. У вас опять же может быть, вот мы этот цвет, вот этот вот, который мы брали, мы можем сделать его еще насыщеннее, еще темнее. Попробуйте, можете сконцентрировать, вот, допустим, внимание на вот этой вот центральной елочке. Я беру индиго, опять же лазурный, да, и вот можно темно-синий. И главное не уйти из той цветовой гаммы. Можно вот в созвучии с этим пятном как раз уравновешивать будет темное пятно. И здесь вот такая вот у нас крупный объект будет стоять. Смотрите, мы сделаем, берем кисточку торцевой частью, то есть мы приготовили кисточку, набрали цвет, и торцевой частью, примерно, может быть, да, в середину листа, вот смотрите, верхушечка у нас может смотреть где-то на серединку, может чуть-чуть ниже, и делаем верхушечку. Первый мазок идет вниз, лапки. Не делайте елочки красивые, пусть она будет немножко такая вот северная, может потрепанная где-то, да, одна сторона больше, другая меньше. И вот висят веточки под грузом снега. Снег мы еще не делаем. Вот. И вот такие вот можно сделать лапки торцевой частью кисти. Вот. Вот. Это не все. Мы сейчас можем сделать еще одну елочку. Можно взять более лазурный цвет, да, допустим, светлее, и попробовать. Давайте я попробую сейчас синтетикой, простой кисточкой, вот синтетика, да, другой. Здесь беру тот же цвет, могу просто индиго взять, да, можно синий с черным смешать, вот, чуть-чуть, и попробую сделать еще елочку. Вот у меня вот такая вот будет с помощью синтетики. Кисточка полусухая, сильно много воды не берите. Здесь уже такая работа идет по-сухому. Хоть и лист влажный, но краски много. Здесь можно попробовать еще добавить вот еще какие-нибудь, да, елочки для противовеса нашим вот этим двум. И вот такие вот лапки сделаем. Здесь можно. Кисточку можно поменьше взять. Могу вернуться к той же самой, допустим, щетине, да, и попробовать вот такие вот сделать мазки торцевой частью. Такие вот елочки вдалеке. Все, вот сейчас у нас объект готов. Наверное, вот что-то вот сюда, не знаю, хочется, можно добавить. Раз. Не делайте одинаково, делайте все-таки по, чтобы разные были они по высоте. Вот. Видите, у меня сливается. Сейчас, чтобы у меня оно не сливалось, сделаем мы вот одну такую штучку. Мастихин или карта. Сейчас мы на фоне второго плана можем немножечко вот так вот сделать лапки снежные у ели, которая вдалеке. Здесь нам активный такой цвет не нужен, белый. Все, елочку сделали, остановитесь. Немножечко дайте ей подсохнуть.
Теперь надо приготовить белую гуашь. Попробуем поработать вот с этой частью. Но прежде чем белой гуашью работать, мы можем взять любую кисточку другую. Я, например, веерную беру. Если у вас есть веерная, возьмите веерную. И чистой водой попробуем побрызгать звездочки. Вот набрызгайте, у нас получается эффект такой. Вода размывает красочку. Вот здесь в проблесках, да, небо, вот обязательно можно побрызгать. И ощущение вот такое вот звездного неба. Но это еще не все. Вот это мы сделали с вами. Тоже перешли к другой работе. Пока вы это все побрызгали, попробовали, елочки наши, может быть, тоже уже подсохли. Приступаем к работе белым цветом и гуашью. Для этого нужна будет снова плоская кисть, щетина. Помойте ее тщательно, чтобы не было вкраплений другого цвета. Вот, вытираем. И белый цвет, который у нас уже готов, приготовлен, он у нас не может быть чисто белым. Мы можем в него добавить белый цвет, он отражает вот этот вот лимонный свечение вот этого северного сияния, такого, да, желто-лимонного, изумрудного. Оно, конечно же, у нас отражается и в шапочках снега. Можно набираем густую краску такую, да, можно гуашь на плоскую кисть. И пробуем сделать снежные шапочки. Если краска не высохла, естественно, она немножечко будет так вот забирать, да, вот этот цвет изумрудный. Но я думаю, что ничего такого сложного, такого страшного в этом нет. Вот, попробовали первые мазки такие вот. Еще вмешали немножко. И вот шапочки снега на елочке сделали. Вот. Здесь, может быть, меньше света попадает, здесь можно побольше сделать. Так. Раз. И еще добавляем. Так, вот. Наш снежочек готов. Здесь можно где-то еще добавить. Так. Вот эту елочку не знаю, хочется, не хочется, можно сюда еще ее. Но сильно много на этой елочке ничего не делайте, она на втором плане. Так. Вот. Пусть пока не делайте активную активную гуашь. Остановитесь. Все, сделали мы снежок на елочке. Так. Теперь берем снова нашу кисть веерную. Вы можете простую. Белый цвет у нас еще остался. И вот как раз в завершении мы с вами попробуем сделать звезды. Звезды мы делаем таким же образом. Вы можете просто кисточкой, да, попробовать как-то вот сделать методом тычка. Я попробую побрызгать. Вот такие звездочки у меня. Здесь можно еще немножко. Вот. Ну вот звездочки даже какие-то, видите, они размываются, эффект такого свечения получается. Если хотите, можете какую-то одну активную такую вот светящуюся звезду попробовать сделать лучики. Вот. Вот. Может быть, да, рождественская звезда или какая-то еще. Вот тут уже на ваше усмотрение. Кто-то, может быть, захочет диск Луны, но это надо было заранее сразу немножко продумать, но это уже на ваше усмотрение. Я бы еще взяла и добавила немножко здесь вот тени от елочек, свечение. Вот собственная тень, которая падает на снег, также можно вот таким же лазурным, да, цветом вот попробовать сделать. Вот елочка. Вот идет тень такая вот от елочки, свечение вот от этой. Вот такой прям свет падает и здесь. Так, самое последнее — это добавление бликов, добавление света, сияния в снег. То есть на земле тоже мы можем для равновешивания композиции, для целостности, конечно, в
качестве цветовых таких пятен мы добавляем здесь немножко лимонного. Вот. В просветах, вот как раз где идет промежутки между елочками, да, вот он освещается. Вот. Здесь очень так вот можно попробовать активно добавить. Холодный такой вот цвет. Так, ну что, наша работа на данный момент готова. Холодное северное сияние. Ну, кто сказал, что зима скучная? Никакая она не скучная, она очень яркая, очень сочная, очень интересное для творчества время. И уловите момент, живите воодушевленно, творите. Спасибо вам за внимание. С вами была Григорьева Юлия Олеговна, преподаватель художественного отделения детской школы искусств города Емва.